Осмотреть дома, возведенные по программе переселения – одна из главных целей рабочей поездки главы в Усть-Вымский район. Сроки поджимают. Госпрограмма завершается 1 сентября. Но муниципалитет в числе лидеров, отмечает региональный Минстрой. В поселке Студенец новые квадратные метры в 12-квартирном доме уже обживаются. 4 семьи еще оформляют документы. Очень благодарна, что получилось, что вот у меня мать получила такую квартиру. И в том, что жили там, конечно же, состояние, время, все идет. Очень благодарна. Будем очень хорошо это все беречь, за всем досматривать. Для поселка новый дом уникальный. В Студенце никаких других коммуникаций, кроме централизованного отопления, нет. А этот дом полностью благоустроен. Отопление, индивидуальные газовые котлы. Жители могут отапливать квартиры в любое время года и самостоятельно регулировать температуру. Вода из собственной скважины. Установлен септик для сбора канализационных стоков. Нина Русских новоселье отметила 3 дня назад. Дом, из которого она переехала, через дорогу. Аварийным его признали 10 лет назад. Счастливый новосел каждый день наблюдала за ходом работы строителей. Активист районного ветеранского движения отмечает, власти еще на стадии проектирования прислушались к мнению жителей. Я председатель инвалидов по этому поселку, и в Агваздино еще деревня на мне. И часто бываю в районе, в администрации, там я выступала. Они хотели с блоков ставить дом. Я протестовала и говорила, что можно с кирпича или деревянных хотя бы, потому что дышать в тех домах, говорят, нечем. Очень тяжело жить. А в нашем доме, конечно, воздух уже чище намного. Только что еще сырость, еще плохо просох. А так очень все хорошо. Вода есть, газ подключили. Но отопление, говорят, чуть попозже. Ну, прохладно, надо, чтобы подключили. В Жешерте достраивают 44-квартирный дом. На начальном этапе были трудности с доставкой материалов, поэтому немного отстали от графика. Сейчас готовность оценивается почти в 90%. У строителей всегда проблема. Если есть проблема, то это только у строителей. Больше ни у кого. Мы решили, завершаем. Значит, имейте в виду, 1 сентября объект должен быть введен в эксплуатацию. Это уже с рабочей комиссией, с устранением недоделок, с актом конечной, так сказать, готовности. Понятно. Вам понятно? Понятно. Дом также возвели из кирпича, квартиры полностью благоустроены. Особо глава расспросил по качеству коммуникаций. В настоящее время завершает устройство перегородок, полов, начата внутренняя отделка. Подъезд к дому и тротуары заасфальтированы. Территорию также отсыпят торфом, установят малые формы. За возможный срыв сроков в Усть-Выме не опасаются. В целом же по республике Минстрой не прогнозирует 100% выполнения обязательства до конца месяца. Программа шла тяжело очень, потому что основная нагрузка легла это, скорее всего, где-то с ноября-декабря 2015 года, когда начали раскачивать программу. То есть на сегодняшний день, в принципе, программа, трудно сказать, что она уже вся реализована, но практически идет действительно к завершению. Вот, имеем еще и замечания, конечно, по качеству домов, но это опять все замечания по тем домам, которые были построены до осени 2015 года. Вся эта масса домов. Зато с новыми домами, которые построили с конца 2015 года, проблем по качеству нет. Сергей Гапликов отметил, дома в Студенце и Жешерте могут быть ориентиром для всех, а комфорт для жильцов должен всегда быть главным критерием. Константин Куратов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.